В сфере классификации дагестанских языков в последнее время становится модным тренд в сторону бесконечного дробления единства дагестанских языков, вплоть до того, что считавшийся прежде единым даргинский язык ныне московские языковеды предлагают дробить на несколько самостоятельных языков. В этом же ряду стоит отрицание определенной группы языковедов и самого существования иберийско-кавказской семьи языков. Эту группу, согласно их взглядам, можно назвать последователями имперской школы лингвистов, своего рода последователей барона Услара, научная деятельность которых подчинена политическим интересам, а их основной задачей в дагестанском языковедении видится раздробление и ассимиляция более или менее перспективных дагестанских языков с последующей языковой, этнической и религиозной ассимиляцией их носителей. Коронным приемом этой группы языковедов от политики является забота о малочисленных или миноритарных языках, которых они защищают от ущемления их более многочисленными родственными языками. Подчас, весь инструментарий их научной работы сводится к пропагандистской работе среди представителей творческой и научной элиты носителей этих языков, которых они убеждают в необходимости отказаться от изучения в школе одного из дагестанских литературных языков в пользу факультативного изучения родного, подчас одноаульного языка, которое на деле сводится к денационализации всего школьного образования с полным отказом от языкового своеобразия в пользу русского и английского языков или какого-либо другого языка. Это наглядно видно и на примере тех печатных изданий, которые выпускали последователи этих идей, ставшие жертвой пропаганды этих языковедов имперской школы, на словах выступая за изучение и развитие родных языков. На деле эти горе-энтузиасты всю работу вели на русском языке, сводя всю свою активность к борьбе против литературных дагестанских языков. Что говорить о них, если даже цахурские, рутульские и агульские газеты фактически выпускаются на русском языке, включая лишь единичные публикации на вроде бы официальных языках, на которых эти газеты выпускаются и ради чего им собственно выделено финансирование. Таким образом, такие газеты, на словах выступая за сохранение родных языков, на деле способствуют скорейшей их утрате самими носителями. Один из дагестанских публицистов метко назвал всю эту деятельность мнимых защитников интересов малочисленных дагестанских языков языкоедством, а их пропагандистов – языкоедами. Одной из главных своих целей эти языкоеды выбрали аварский язык, как средство общения наиболее многочисленного дагестанского народа, имеющего давнюю письменную традицию, создавшего на нем большое количество литературных произведений, а также позволяющего видеть в нем самостоятельную ценность и средство приобщения к достижениям науки и техники.